Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Ингушетия» и передача «Актуальная». Я ее ведущий Тимур Ужахов. У нас сегодня в гостях Руслан Марзаганов, ученый, строитель, член Торгово-промышленной палаты России, работающий в Комитете по предпринимательству в сфере строительства. Здравствуйте, Руслан. Доброе утро. Руслан, у вас очень богатый профессиональный путь как предпринимателя, как ученого, как бизнесмена, общественника. Скажите, я, насколько знаю, вы когда-то в 1983 году закончили Грозненский нефтяной институт по специальности промышленное и гражданское строительство, и после этого вы начали заниматься научной деятельностью. Это как бы ваш старт профессиональной деятельности. Да, все верно. Расскажите, пожалуйста, вот об этом периоде вашей жизни. Я ничем особенным не отличался. Я родился в городе Грозном, и, в общем-то, как старший в семье, мне был предложен узкий выбор остаться дома, и я вот поступил на строительный факультет. Учеба была, так сказать, достаточно интенсивная, интересная. Мне тогда дали ленинскую стипендию. Тогда это было какое-то знаковое событие, наверное, да, в советское время? Да, это нужно было. Почему-то мне позвонили, сказали, что вот я там кандидат на эту стипендию. Позже, меня не спросив, меня выбрали депутатом от студентов. Я был депутатом районного совета города Грозного, Ленинского района. И когда уже заканчивал свою учебу, в общем, моя цель была после учебы уехать в Москву, в аспирантуру поступить, а дальше уже уйти в промышленность большую. Но кафедра предложила мне работу, остаться научным сотрудником и преподавать. На что я дал согласие, посоветовавшись с родителями. С условием, что вы будете аспирантом уже Грозненского института, да? Нет, аспирантом я Московского инженерно-строительного института был. Я поступил через 2 года в заочную аспирантуру. Такое условие было, что я работаю неотрывно на кафедре. Я создал научную базу, свою научную базу в Грозном. Она была достаточно интересная. Моя работа была связана с применением гелиотехнологий в области строительства. Тогда достаточно революционная вещь. И мне пришлось для того, чтобы проводить полноценный эксперимент, создать сложную климатическую установку, которая моделирует любую климатическую ситуацию в любом регионе ниже, по-моему, 46-й, очень ниже уровня Москвы, скажем так. И вот такую установку я создал, она мне позволила, не отрываясь, скажем, от производства, проводить эти эксперименты. Я знаю, что вы защитились в 90-м году. Да, я защитил диссертацию в 90-м году, и моя научная деятельность была связана в том числе с работой с Брауншвейгским университетом. И они меня пригласили на работу, что я и сделал. То есть на изломе вот этой эпохи советской, когда уже Советский Союз разваливался, так получилось, что в этот момент как раз у вас открылось окно возможностей выйти на работу в Германию. Это было запланированное направление, над которым я работал несколько лет, поэтому в моем вопросе случайности не было. Просто так наложилось, что после того, как я уехал в Германию, я уезжал на год, у нас развалился Советский Союз, и все последствия, которые мы сами знаем. Работая за границей, вы испытывали какой-то комфорт, я имею в виду преподавательская деятельность университетская с немцами? Могу сказать, что я там достаточно современный человек, но со своей ментальностью мне пришлось достаточно серьезно себя переделывать для того, чтобы адаптироваться к тем условиям, в которых я находился. Буквально от быта до общения, эмоций и все остальное, что с этим связано. И я, насколько знаю, почти сразу, как вы приехали туда, через год-два, вы создали свою собственную компанию в строительной сфере и начали уже заниматься больше предпринимательской деятельностью. Я там проработал 5 лет. В 1993 году я понял, что я не могу вернуться на родину в силу разных обстоятельств. Я уволился из Грозненского нефтяного института, перевелся в Ростовский инженерно-строительный институт и ушел в отпуск. Творческий отпуск, как говорится, и продолжал работу в университете. Но когда ситуация не позволила мне двигаться, скажем так, возвращаться на родину и вести полноценную научную или какую-либо деятельность, я принял решение остаться там и основал там немецкую компанию. Она, в общем, носила это все в области строительства, там достаточно высокий инжиниринг,
То есть передовые технологии, тогда они не были известны в Российской Федерации. И вот на этой новизне я создал достаточно большую разветвленную сеть. Это была немецкая компания, которая потом превратилась в холдинг из 20 филиалов по всему Советскому Союзу бывшему. И я знаю, насколько я в курсе, у вас к 1997 году это была крупнейшая российско-немецкая компания, да, в области строительных технологий, строительства. Нет, это была с точки зрения оборотов, да, это была на то время самая крупная немецкая компания с точки зрения оборотов Российской Федерации. Я там превысил 100 миллионов марок за один год. Так и есть, да. И 98 год, дефолт, это, наверное, как-то тоже на вас отразилось, да? Ну, это отразилось на всех. То есть это уже, как говорится, мое предвидение было. Как раз, кстати, во время дефолта я был в Ингушетии. Так получилось на родине. Те, кто занимается предпринимательством, знают, я просто все риски перевел в Германию, в цивилизованную, скажем так, зону. Все компании российские работали дальше, а я уже со страховыми компаниями, со своими какими-то техническими возможностями 2 года примерно покрывал долги, которые остались у меня от этого дефолта и от долгов моих обанкротившихся партнеров. То есть, в принципе, можно сказать, что дефолт вас не уничтожил в плане бизнеса, а все-таки позволил сохранить компанию и продолжать дальше работать. Да, он позволил сохранить компанию, но в то время работать в большой компании было очень трудно. Я все 20 филиалов перевел на самостоятельные рельсы. То есть они стали самостоятельными компаниями, они превратились в моих партнеров, и мы продолжали работать, и сейчас с некоторыми компаниями продолжаем взаимодействовать. Насколько я знаю, вот у вас тоже такой большой есть этап жизни, когда с 2000 года по 2010 год вы занимались строительством жилья в Москве, в Подмосковье. Это не совсем так. Примерно с 2000 года я сам себе задал вопрос, что я хочу делать дальше. Я решил уйти из большого бизнеса. Раньше я делал все сам проектировал, сам строил, сам производил. Тут я стал инжиниринговой компанией и создал я возглавил новый проектный институт, который я создал с нуля. И мы привезли сюда, в Россию привезли новые технологии. Дело в том, что когда я работал в Германии, работал помимо университета еще в Государственном центре испытаний и сертификации материалов технологий. Это достаточно серьезная организация, и там я прошел все этапы и школу от идеи до промышленной реализации тех или иных технологий или материалов. Поэтому определенные технологии я привез в Россию, в частности в Москву. Это технология филигран, сборно-монолитного строительства. И в рамках вот этих технологий мы сделали достаточно прорывное развитие. Мы тогда ввели цифровые технологии в 2000 году, когда еще никто об этом не знал. И все, что тогда сейчас происходит в цифровых технологиях, нами было сделано вот в тот период времени. Я в рамках большой компании брал на себя проектирование, производственное технологическое проектирование и также контролировал строительные объекты. И мы где-то порядка 1 200 000 квадратных метров жилья в этой общей группе компаний построили. За 10 лет? Да, за 10 лет. Насколько я понимаю, вы после этого решили перенести больше акцента деятельности своей в Россию? Да, совершенно верно. То есть я до этого всем управлял из Германии и приезжал в разные филиалы. От Камчатки до Бреста на западе были у меня филиалы. В общем-то, физически это было крайне тяжело. Я решил открыть офис в Москве. И с такой широкой филиальной сетью это было правильное решение. Вы после этого стали членом торгово-промышленной палаты. Это было приглашение или... Да, это по совокупности заслуг, так как я в технологии достаточно много сделал, примерно на то время, примерно треть заводов, которые были построены в новых технологиях, в роботизации, они были сделаны с моим участием, достаточно много это было, и по совокупности вот этих вот факторов меня пригласили в комитет по содействию строительства, и я стал экспертом технического совета Минпромторга в России. Насколько торгово-промышленная палата – это серьезный такой орган, который может влиять на
процессы, например, принятия решения в сфере строительства. У нас все-таки как бы считается, что государственные органы в основном принимают решения, осуществляют какую-то деятельность, все остальные вроде как декоративные такие больше. Я этой декорацией занимаюсь уже достаточно долго времени. Значит, мы занимаемся законотворчеством, то есть те там, законы, которые принимаются в области строительства, мы как эксперты даем свои заключения. И вот не далее, чем вчера ко мне пришло очередной запрос от правительства России, где мы должны подтвердить или не подтвердить новые подходы в технологии. Это нормальная работа. Кто-то, если мы видим, что на территории Российской Федерации есть интересный регион, и там есть такие достаточно профессиональные личности, которые могут сделать что-то интересное, мы подставляем плечо, мы даем экспертную оценку, многие государственные организации, фонды прислушиваются к нашему мнению, и вот таким образом мы поддерживаем такую инициативу. Я еще хочу вернуть вас все-таки немножко к германской вашей части деятельности. Вот насколько вам, ингушу, с вашим ингушским менталитетом было комфортно или наоборот некомфортно работать, почувствовать себя в инородной среде, так сказать? Или все-таки вот наш менталитет, он в этом плане какой-то, может быть, универсальный, вот культура общения? Они понимают, иностранцы, вот такую нашу манеру? Ну, могу вам сказать, тут интересный вопрос. Конечно, в таком традиционной ментальности, когда я туда приехал, все было новое, все реакции были для меня новые. И мне пришлось примерно, скажем так, сжать себя на год, чтобы понять все, что там происходит. Несмотря на то, что я до этого 10 лет работал с немцами, но когда немцы у тебя в гостях, это одно, а когда ты там находишься, это совершенно другое. Там исходишь из того, что ты никому не нужен, вообще не нужен. И это твоя личная инициатива. То есть, если ты не способен, то ты просто вываливаешься из общества и возвращаешься или падаешь вниз. У меня получилось так, что я изначально был на достаточно серьезной работе. Мы занимались реставрацией памятников архитектуры, научной реставрацией. И у меня была очень насыщенная работа. Если ты проявляешь себя как профессионал, твое происхождение, оно имеет второстепенное значение. Ты тут, как говорится, работаешь в команде. Мне это удалось сделать с точки зрения усилий. Они, если я скажу слово пятикратные, то они вот именно так это и было, что я должен был работать во много раз больше, чем другие. Когда они пили кофе, я работал. Но что принципиально важно, что вот наши законы, в том числе вот ингушские законы, тот же ЕСДИЛ, когда я не знал, что мне будут делать, это было часто, я просто отключал свое, вот, скажем, логическое какое-то создание и действовал по тем законам, которым меня научили мои родители, прародители, все, что я знаю. Могу вам сказать уверенно, что если ты правильно выполняешь свои законы, ты можешь в любой стране, в любом обществе, независимо от того, какое это общество, ты можешь себя чувствовать совершенно достойно, и ты будешь уважаем. Именно это я и сделал. А как сложилась судьба ваших детей? Они, я так понимаю, родились уже там? Старший сын у меня родился в Грозном, я его 6-месячным увез в Германию, уже когда начал работать в университете. Остальные двое детей родились там. Ну, они воспитаны абсолютно вот в ингушском менталитете, традициях. Каждый из них примерно в 10-11 лет уехал учиться в Великобританию добровольно, по собственному желанию. Я их приучил к самостоятельности. Они уже, кроме дочери, остальные старшие два сына, они уже закончили университеты, получили образование и абсолютно адаптированы им все равно, где работать, будет ли это Россия, Германия, Испания, Китай или какие-то другие страны, в этой части они абсолютно адаптированы. То есть они сейчас активно занимаются профессиональной деятельностью уже? Да, старший медик, он достаточно хорошие занимал должности в Германии. Вот где-то примерно полгода, как он делает свои собственные проекты. Второй сын архитектор. Сейчас у них совместный проект в области физиотерапии, достаточно интересный. Ну и этих проектов несколько. Старший высокоспециализированный генетик, работавший в области персональной медицины. Потом он возглавил направление в институте Роберта Коха по эпидемиологии несколько лет. Но они достаточно самостоятельные люди.
и у меня нет беспокойства за них. Мгм. И завершая нашу передачу, вот мне бы хотелось бы узнать, в чем вы видите перспективы стройиндустрии, вот если взять не локально, скажем, нашу страну, а вот в мировых масштабах. К чему мы идем? Ну, я свои там основные принципы сформулировал еще энное количество лет назад. Мы примерно работаем с прогнозом где-то на 20-25 лет вперед. И сейчас мы идем к тому, что мы будем иметь дома-трансформеры. Мы идем к тому, что мы будем, это я сформулировал в свое время, что мы будем иметь улицы и дома, которые будут иметь стены наружные, помимо там теплотехнических функций, они будут иметь информационные функции, эстетика, то есть дома-хамелеоны, которые ты можешь поднять, изменить настроение, что улица будет выглядеть так или иначе по цветовой гамме. Очень много инноваций в области внутригородской коммуникации. Нами там разработаны интересные проекты по умным городам, вот, в широком смысле этого слова, там связанные с городским транспортом. Но это там крайне интересное будущее. То есть железобетон мы проектируем и в будущем будем делать умный железобетон. Это не просто там панель, это определенная многофункциональная система. Под это мы строим и соответствующие заводы. И такой еще вопрос. Вот у нас очень актуальная тема в Ингушетии – это реставрация наших древних башенных построек. Вот как специалист вы можете рассказать, прокомментировать свое представление об этом? Ну, я занимался элементами научной реставрации еще примерно с 85-86 по 91 год. И поэтому я, в общем-то, поехал работать в Германию в этом направлении. Накопил достаточно большой опыт. То, что сейчас происходит, с одной стороны, очень хорошо, что на башни обратили внимание. Это очень важный фактор, потому что это все-таки наши истоки. Как происходит реставрация, достаточно вопрос сложный. Мы, к сожалению, не всегда понимаем, что нужно делать и как нужно делать. Но в связи с тем, что я много сделал в Германии, такая информация, что в Германии ущерб, нанесенный реставрацией в послевоенное время, многократно превышает ущерб от Второй мировой войны. Мы в миниатюре повторяем все то же самое. Мой позыв был в 85-86 году. Я ежегодно выезжал на летнюю практику со студентами, и на моих глазах был отреставрирован храм Трабаерды. Как он был отреставрирован, это вопрос другой с точки зрения эстетики. Но через год или через два, когда я вернулся, я увидел, что провалена крыша, что все, что было сделано, превратилось в какую-то там труху. Но когда я позвал туда немецких коллег, они сказали, что это прямое нарушение технологий и сочетание старых и новых материалов. То есть там башни или строения, которые сделаны в известковых растворах, их нельзя или запрещено реставрировать растворами на цементной основе. Это, я сказал бы, самая большая проблема, которая сейчас есть. Много сейчас в нашей местной прессе идут дебатов по поводу этого. Я был сам вчера в горах, проехал ряд объектов и через какое-то время дам заключение. Могу сказать, что реставрация требует, на самом деле, научного подхода. У нас есть умельцы, в хорошем смысле этого слова, у которых есть знания в руках, но, в общем-то, у людей нет теоретических основ в этих материалах. Нет научного обоснования, да? Да, это, к сожалению, это незнание вопроса. Это другого я не могу сказать. Я попытался там, где я могу это рассказать, показать. Сейчас мы начинаем, пока не могу сказать, определенную программу по изучению составов растворов, исторических растворов и восстановительных растворов, которые будут использоваться в частности в Ингушетии, но мы этот вопрос рассматриваем как общекавказский. Эта же проблема существует, правда, в лучшем виде в Грузии, эта же проблема существует в Чечне, также в Осетии. И мы сейчас пытаемся такой общекавказский диалог в области реставрации поднять. Я надеюсь, что это у нас получится. Я хочу пожелать вам в вашей профессиональной деятельности успехов и еще много лет плодотворной работы. Благодарю вас за участие в нашей сегодняшней передаче. Спасибо, рад был к вам прийти в гости. Уважаемые радиослушатели, в эфире была передача «Актуальная» и я ее ведущий Тимур Ужахов. До свидания, Адыхелшин.